Здравствуйте! Вы смотрите новости Марду, обзор основных событий в городе за эту неделю. Сегодня в программе. Жители Марду ярко встретили Новый год. Праздничная ночь собрала горожан, и в городе царила атмосфера радости и единения. Небо над Марду озарили яркие фейерверки, ставшие кульминацией праздника. Жители встречали наступление Нового года аплодисментами и теплыми поздравлениями. После полуночи праздник продолжился музыкальной программой и новогодней дискотекой. Новый год традиционно становится временем не только для праздника, но и для новых целей и планов. С какими задачами Марду входит в этот год и какие проекты ждут город в ближайшем будущем, рассказала мэр Марду Аурика Синкера. Для начала хочется, конечно, поздравить всех наших дорогих мардовцев с наступившим Новым годом и со всеми прошедшими праздниками. Jõuluaeg, uus aasta, kõik on läbi ja nüüd uue hooga, uues aastas, uute tulemusteni. Так что продолжаем двигаться дальше, уже после праздников, с новыми силами. Если говорить о планах на 2026 год, то планов много. Начну я, наверное, с района Каллавere. Здесь нас ждет 3 больших объекта новых. Это продолжение реновации Мардовской гимназии. Мы продолжим реновировать 2-й корпус, сделаем там коридоры и туалеты, точно такие же, как они были сделаны в этом году в 1-м корпусе. Также сейчас поданы документы на реновацию маленького здания Каллавere Keskkool. Это будут частично проектные деньги, и здание будет полностью реновировано. Для того, чтобы наши ученики учились в безопасной современной среде, ориентировочно мы планируем закончить реновацию этого здания через 2-2,5 года. То есть это такой масштабный проект. И еще один масштабный проект, на который мы уже получили финансирование, это постройка дома для детей, которые остались без попечения родителей. Для того, чтобы ребята, которые оказались в такой непростой жизненной ситуации, не должны были уезжать из нашего города, а могли остаться в привычной для себя среде. Это такие 3 крупных новых проекта на текущий 2026 год. Ну, конечно, мы закончим реновацию проекта воды и канализации в районе Каллавere. Нам осталась улица Орумеца. Работы на ней начнутся ориентировочно с конца февраля, начала марта и продлятся до осени, вероятнее всего до конца осени 2026 года. И после этого мы будем иметь новую красивую улицу Орумеца с новыми ливневыми трубами и соответствующим всем нормам. Kui me räägime Muuga piirkonnast, siis seal on ka plaane. Kõige suurem väljakutse Muuga piirkonnas, nagu meie elanikud teavad, on sademevesi ning kõik probleemid, mis on sellega seotud. Me teame, et tihtipeale uputab Muuga piirkonnas ning on vastu võetud otsus, et järgmisel aastal või vabandust, sellel aastal juba, et sellel aastal me tegeleme sademeveekraavidega. On plaanis teha üks suur projekt nende sõlmpunktide jaoks, kus on kõige suuremad probleemid. See nimekiri on praegu koostamisel ning juba varsti kuulutatakse välja hanke projekteerimiseks ning siis me hakkame etapiviisiliselt neid sõlmpunkte renoveerima. Ning teine, üks väga oluline Muuga jaoks samm ja objekt ja asi on kool kogukonnamaja. Nagu me eelmisel aastal juba rääkisime, et meil on plaan koostöös Viimsi vallaga ehitada kool kogukonnamaja ning see aasta läheb selle peale, et panna kõik plaanid nii Maardu kui ka Viimsi jaoks paika, istuda veel kord ühise laua taga ja arutada, milline see maja on, kuidas ta välja näeb, kaasates muidugi ka kogukonda, et aru saada, mis projekteerimistingimused perspektiivis me peame välja kuulutama ja kuidas see maja hakkab välja nägema. Также планируются мероприятия культурного и социального характера. Ну, начать хотелось бы с самого ближайшего мероприятия, которое мы начали в прошлом году и будем продолжать в этом. Это встреча с жителями, традиционная в неформальной обстановке.
В этом году она запланирована в 2 местах, как всегда. 14 января в 6 часов вечера в Vaba-keskusse ning teine kohtumine elanikega on planeeritud 15. jaanuaril kell 6 Muuga lasteaias. Sinna on kaasatud kõik meie spetsialistid ning kõik, kes tulevad kohale, võivad oma küsimusi esitada ja nendele ka vastuseid saada. Очень ждем всех желающих на встречу, потому что там можно будет получить ответы на все интересующие вопросы. Ну, конечно, мы не останемся без наших традиционных мероприятий. Vastlapäev Kellamäe pargis, kuhu on kõik oodatud, sellel aastal ta toimub 17. veebruaril. Конечно же, наша традиционная масленица, которая приходится в этом году на конец февраля, 22 февраля, возле здания Рахва Мая. Если говорить о других крупных мероприятиях, то, несомненно, мы будем, как всегда, масштабно, я бы сказала, праздновать, проводить нашу замечательную весеннюю ярмарку. В мае месяце она состоится 9-10 mая. Ну и, конечно, наша etnolaat septembris, mis toimub 12-13 september. Muidugi kõik traditsioonilised üritused, vabariigi aastapäev, taasiseseisvumispäev, mis toimuvad nii Kallavere piirkonnas kui ka Muuga piirkonnas, nii nagu ka eelmisel aastal see oli, lipuheiskamine toimub 24. Vaba-keskusse juures ning Muuga lasteaia juures ning 24. veebruaril ma täpsustan. Ja 20. augustil toimuvad jällegi nii Kallaveres kui ka Muugas taasiseseisvumispäeva üritused. Muidugi meie jaanipäev, традиционный Иванов день, никто не отменял, конечно же, мы будем его отмечать. То есть все наши традиционные мероприятия, которые всегда были, скажем так, визитной карточкой нашего города, и наши жители его очень ждут, обязательно состоятся и в этом году. Ну и, конечно, не стоит забывать, что Марду вот-вот получит титул спортивной столицы. Конечно, это шутка, но если говорить о том, какое количество разных спортивных мероприятий нас ждет, то смело можно называть себя спортивным городом. Наши традиционные забеги, весенний забег, который будет проходить 30 мая. После этого в августе нас ждет традиционное мероприятие триатлон, также Марду Сити Ран, которая стала уже такой полюбившейся традицией жителей нашего города, большое, масштабное, и все туда очень ожидаются. Mardu City Run meil toimub 30. augustil, seekord natukene hiljem kui tavaliselt. See on tehtud meelega, et kõik inimesed jõuaksid tagasi linна enne kooli algust, et kõik oleksid juba siin kohal. И здесь хотелось бы мне еще отметить, что в этом году мы планируем вместе с организаторами поменять дистанцию, то есть будет интересно, поэтому всех очень ждем. Ну и, конечно, наш традиционный городской осенний забег, который состоится в сентябре. Если быть точнее, то 26 сентября. Ну и традиционная зарядка на День города, куда, конечно, мы всех ждем, тоже будет обязательно проведена. Nii et sportimiseks on ka võimalusi küll ja veel. Планов море, остается только их реализовывать. И очень надеюсь, что все, что мы запланировали, у нас обязательно получится. Но в завершение обязательно хотелось бы еще раз поздравить всех с наступившим Новым годом. Самое главное – это берегите себя, свою семью и наслаждайтесь замечательной зимней погодой, которая сейчас у нас радует. На этой неделе в центре досуга Марду состоялся зимний концерт, организованный детским садом Руккилиль. Праздник объединил детские сады и школы города и подарил зрителям много радости, света и искренних эмоций. Toimub selline üritus, mille idee sündis eelmisel aastal. Ehk siis meil olid siin lasteaia jõulupeod ja vanemate rühmade lapsed viisid meid imelisse jõulu muinasjuttu, ja mille siis meile tegi meie andekas muusikaõpetaja Valeria ja kostüümid muretsesid siis lapsevanemad. Ja meil tekkis nagu mõte, et me tahame uuesti seda kogeda, kõike seda, mis toimus. Ja miks mitte siis teha seda näiteks 3 kuninga päeva paiku
et saata ära siis see jõulumuinasjutt, jõulumaagia ja mis kõige toredam on selle juures see, et me saame kutsuda kõik oma sõbrad Maardu linna lasteaedadest, koolidest, et saada kõik kokku siia ja viia siis, jätta hüvasti jõuluajaga ja lihtsalt olla ja nautida seda hetke koos. Это были новости Маарду. До встречи на следующей неделе.